Когда входишь в этот новый зал площадью в 400 квадратных метров, сразу возникает желание подойти к тренажерам и начать активно заниматься. Новички и профессиональные спортсмены на разнообразных современных устройствах могут подтянуть мышцы, нарастить их массу, укрепить кардиосистему и получить заряд бодрости. В этом тренажерном зале можно найти множество различных тренажеров, которые сумеют помочь сбросить лишние килограммы и поддерживать себя в форме. Если говорить о беговой дорожке, то она держит мышцы в тонусе, укрепляет сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную систему, повышает уровень выносливости спортсменов. Однако этот зал посещают не только спортсмены, но и обычные люди, которые стабильно следят за своим здоровьем. И это очень важно. Идея зала, открыть зал давно была. Ну вот мы своими усилиями открыли его. Сначала это был тренажерный зал. Приходили здесь. Ну, немногие знают, что здесь зал открыт. В основном вот улица Дзидзария и близлежащие улицы. Потом вот ребята обратились, они не знали, где им заниматься. Старые залы все фактически закрыты. И обратились ко мне. Я с удовольствием место предоставил. Я сказал, чтобы они могут прийти, установить здесь свой ринг и заниматься. Посетители тренажерного зала ставят перед собой разные цели. Кто-то хочет снизить вес, а кто-то накачать мышцы и повысить выносливость организма с помощью нагрузок разной степени. Но оптимального результата можно достичь лишь под руководством профессионального инструктора. Специалист составит персональную программу с учетом возраста, состояния здоровья. Если человек хочет прийти сбросить вес, просто прийти заниматься, этого тоже недостаточно. Мы не можем предоставить гарантию, что человек придет и сразу сбросит вес. Ему нужно стараться. Трудно, как говорится, не значит невозможно все-таки. Надо потрудиться. Мы наблюдаем за ребятами. Конечно, есть такие, которые думают, что они все умеют, но все равно надо подходить, подсказывать, потому что железо, как говорится, это все-таки, с одной стороны, вредно, если это делать неправильно. В новом зале можно заниматься не только на тренажерах, но и осваивать приемы рукопашного боя, профессионального кикбоксинга, айкидо, оттачивать удары как на боксерской груше, так и на ринге. Бокс – контактный вид спорта, в котором спортсмены надевают специальные перчатки и наносят друг другу точные удары. Рефери следит за боем, который может продлиться от 3 до 12 раундов. Хочу сказать огромное спасибо Датке Гамисоне, который предоставил нам такую возможность. Он сказал, занимайтесь, развивайтесь. В первое время было так, все равно чуть поменьше было, но детишки, родители не знают, это новый зал открылся в плане зала бокса. То, что люди пошли, сейчас вот видно, даже вы сами увидели, что интересно, дети занимаются. Я думаю, даже еще больше. Плюс самое главное, еще раз повторяюсь, это не такие большие достижения. Это как Бог даст. Самое главное, чтобы они ходили, занимались спортом, чтобы лишнего времени не было у них на улице. Бокс включает в себя упражнения, выполняемые с высокой интенсивностью. Его заслуженно называют сложнейшим и опаснейшим видом спорта. Но, несмотря на это, он имеет ряд преимуществ для здоровья. В новом зале со спортсменами занимаются 2 тренера. Дни занятий поделены между секциями. Здесь также проходят полноценные тренировки победителей Кубков мира и Азии. У нас есть и победители Кубка мира, Кубка Азии, Бган Басман, Хибба Гудиса, Зухба Сандрик. То есть у нас хорошие результаты. И я думаю, люди увидят, услышат, детишки. Самое главное, вот приходили, занимались спортом. Это для нас большое достижение в первую очередь. Кроме того, в новом фитнес-клубе проводят тренировки по боксу и кикбоксингу. Получается, здесь у нас больше идет ударка, то есть и ринг стоит, и боксерские мешки, то есть полноценные тренировки по боксу, по кикбоксингу. У нас есть победитель Кубка мира, это Бган Басман. Есть победители Кубка Азии, Шкаев Азнаур. Также есть призеры Тамерлана Тумава. Есть Гудиса Хиба, он многократный призер Кубка мира по кикбоксингу, то есть уже не рукопашный бой, а кикбоксинг. Победители Кубка мира, то есть, есть ребята, мы работаем. Хожу около 6-7 лет сюда. У нас целая команда, то есть 3 тренера. В прошлом году, летом, 12 по 14 июня, Кубок мира выиграл. Мы перед этим
очень долго работали. Хочу дальше продолжить заниматься этим спортом. Датка Гамисоня уверен, что спорт – один из важнейших факторов общего развития личности на протяжении всего жизненного пути. Я думаю, что одно из таких направлений, которые должна страна наша развивать. Понимаете, молодежь находится на улице, и сегодня заняться им нечем. Спорт на сегодняшний день, я думаю, это самое важное, что нужно у нас развивать. В новом фитнес-клубе действует гибкая ценовая политика. Для разных категорий граждан предусмотрены льготы. Так что, если вы хотите заняться спортом, непременно обращайтесь. Здесь вас выслушают и обязательно помогут. Адиса Сагария, Нарсо Цулукия, Рамо Камкя, Абхазское телевидение.